Левитан, Айвазовский, Тропинин, Шишкин. Национальная галерея республики к столетию региона подготовила новую экспозицию. Она доступна для посетителей уже с сегодняшнего дня. Всего в галерее около 10 тысяч экспонатов. К юбилею Коми выбрали 100 самых ценных. Это лучшие произведения, гордость крупнейшего художественного собрания. Александра Головина одной из первых побывала на выставке. Экспозиция развернулась в двух залах и холле второго этажа. Каждое пространство здесь характеризует определенный период. Условные рубежи 1917 год и 1991. Они разделили историю искусства на дореволюционный, советский и постсоветский современный период. Три принципиально разных периода в силу своих исторических особенностей, а история искусства, как известно, сложна и противоречива и не подчиняется никаким законам, хотя дух времени и его события определенно накладывают свой отпечаток на контекст, жанр, да и само творчество. Ну, во-первых, нам хотелось показать все лучшее, что есть в нашей коллекции. А во-вторых, отразить все этапы истории изобразительного искусства. Хотелось показать все жемчужины, яркие имена и как можно больше разных и творческих индивидуальностей, и стилевых направлений, и жанров. Тропининская золотошвейка – это, пожалуй, главная жемчужина экспозиции. Это первая работа мастера. Через год он повторит шедевр. Сейчас он находится в Третьяковской галерее. Особый тип жанрового портрета – собирательный образ, воплощающий лучшие в представлении автора свойства женщины – нежность, приветливость и миловидность. Мы свою золотошвейку любим и считаем ее более ценным, более интересным экспонатом, более интересным вариантом, нежели тот, который входит в собрание Государственной Третьяковской галереи. И тем более, что ее история, она тесно связана с историей имения Барышниковых Смоленской губернии, откуда она была в 1917 году вывезена в Государственную Третьяковскую галерею, а позднее передана в Иссус-Сольск в собрании Коми Краеведческого музея автономной области Коми. Подлинная роспись, тончайшая и миниатюрная работа художника венской мануфактуры начала XIX века. Это чайная пара Ариадна. Здесь даже стоит обратить внимание на то, как выполнена роспись золотом. Это тоже все ручная роспись кистью, матовым, полированным золотом шликерами. Зал досоветского периода камерный и темный, чего не скажешь про пространство советского творчества. Сочный, кричащий, эмоциональный. Русский авангард демонстрирует творческие искания художников. Чего стоит один только ленинский натюрморт, один из немногих в творчестве Александра Куприна. Соседство контрастное, так и задумано изначально. Яркому периоду мощное звучание. Один из ведущих колористов, мастеров, который на протяжении всей своей жизни был верен избранному пути, и в определенный период времени, в советскую эпоху, он не был признан. Вадим Кононов, представитель нашей республики, тоже вошел в сотню шедевров. Последние десятилетия мастер больших и серьезных полотен, как это, над Вычегдой, портрет Льва Смоленцева. Многие представленные произведения долгие годы хранились в фондах галереи, а что-то зрители даже увидят впервые. Экспозиция продлится до конца июля. Александра Головина, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.